Добрый день, это студия Тутбай ТВ, и сегодня у нас не просто гость, а гость, который, наверное, не нуждается в массовом представлении. Аудитория его знает, и это экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев. Добрый день, Курманбек. Добрый день. Это ваше первое интервью за 5 лет, не считая презентации книги, которая прошла недавно. И 5,5 лет вы не общались с прессой. Какие события за это время произошли в вашей жизни, которые вы можете выделить как наиважнейшие? Да, вы правы, Алена. Давно не общался. Недавно презентовал книгу. Тут был случай пообщаться с вашими коллегами. Вообще, я бы, наверное, свою жизнь разделил на 2 периода. То есть, до 2010 года, апреля 2010 года, когда был совершен вооруженный госпереворот, и после. Наверное, очень важное событие – это сам госпереворот, который произошел в Кыргызстане, вооруженный государственный переворот, который изменил жизнь не только мою, моих близких, но и всего Кыргызстана на сегодняшний день. А за это время, в личном плане, я бы отметил, что у меня родилось 2 внука. Один внук родился в Белоруссии, другой внук родился в Лондоне. Вот это такие приятные события для меня и для моей семьи. Вы во время пресс-конференции недавней сказали о том, что государственный переворот стал для вас неожиданностью. И, наверное, вопрос, который я сейчас задам, он будет актуален для многих глав бывших постсоветских республик и касается того, по каким приметам можно опознать подготовку к дестабилизации ситуации? Вы наверняка для себя уже проанализировав произошедшие события, сделали какие-то выводы и можете дать какие-то советы. Да, Алена, действительно, этот госпереворот был неожиданностью для меня. Дело в том, что до апреля 2010-го, начиная с марта 2005-го, когда я пришел к власти и моя команда работала, в Кыргызстане было очень много митингов. Очень много было митингов, и мы как-то к ним привыкли. И у меня был принцип такой. И по закону мы не имели права запрещать митинги, мирные митинги. У нас был принцип такой. Раз что-то хотят сказать, пусть выходят, говорят. Не будем мешать. Давайте мы будем заниматься экономикой, мы будем заниматься производством, будем заниматься делом. Дело было не в проворот. И здесь я думал, очередная такая акция какая-то, когда люди хотят что-то сказать, но ошибся. Ошибся, и эта ошибка дорого стоила. Эта ошибка стоила жизни многих людей, погибших у Белого дома, сотни раненых. Я считаю, что вот таким сигналом может служить что именно? Прежде всего, это подготовка, информационная подготовка. То есть начинаются различные эффективные, будем говорить, влияния других СМИ на эту страну. Социальные сети, распространение различных слухов. В качестве, себя могу в качестве примера привести. Когда я находился в Германии, там операцию надо было делать на сустав, пустили слух, что я умер. Оппозиция, что я уже не приеду, что приедет, если даже приедет, то приедет двойник. То есть все способы применяют те, кто заинтересован, внутренние и внешние факторы. Все используют для того, чтобы совершить то, что они задумали. Здесь огромная работа должна проводиться соответствующими спецслужбами. Если спецслужбы работают эффективно, профессионально, то, как правило, таких моментов не происходит. А если они готовятся, то об этом руководство республики знает и принимает какие-то меры. Для меня это была большая неожиданность, это действительно так. Коль скоро вы упомянули спецслужбы, которые должны корректно работать в этой ситуации, у вас есть какие-то претензии к спецслужбам, при которых случился государственный переворот? Понимаете, претензии говорить, наверное, можно, так сказать. Дело в том, что когда не 7 апреля, а 6 апреля уже началась подготовка
Я об этом, к сожалению, узнал только 7 утром, когда приехал на работу. Когда 6 апреля вооруженные люди захватили в Таласской области здание УВД, и захватили оружие, и захватили губернатора в заложники, я утром 7-го, приехав на работу, узнал об этом и с ним по телефону разговаривал, с губернатором. Я говорю, что случилось, в чем дело? Он говорит, вот так меня взяли в заложники, я сижу. Вот. А 7 апреля уже эти люди с оружием в руках пришли в столицу. И когда руководитель спецслужбы Суталинов Муратбек значит, вышел из своего кабинета, пошел, хотел посмотреть, что там за митинг, он пришел и говорит, Курбан Васильевич, говорит, я вас подвел. Он понял, что это непростой митинг. Дело в том, что люди, которые собрались идти к Белому дому, они были вооружены. И когда пришли курсанты Академии МВД, что такое курсанты? Это молодые ребята, без оружия пришли, ну, чтобы общественный порядок сохранить. В их сторону были брошены гранаты, в результате которых на месте погибло 2-3 человека. Вот. И потом с оружием пошли уже на Белый дом, на Дом правительства. То есть руководитель спецслужбы сам признал, что он меня подвел. Без моего, как говорится, нарекания на его. Он сам это признал. То есть это было налицо. То, о чем вы рассказываете, очень созвучно с событиями, которые для белорусов и Беларуси ближе. Это события в соседней Украине. И в марте 2014 года звучало мнение о том, что если бы господин Янукович, скажем так, пожертвовал министром внутренних дел, отставки которого требовал Майдан, в Киеве не было бы расстрелов, не было бы Небесной Сотни, и, как следствие, возможно, и Крым остался бы украинским, и не было бы войны на Донбассе. Был ли в ситуации в Киргизии вот какой-то решающий момент, когда, прими вы какое-то иное решение, ситуация стала бы развиваться иначе, и сохранился бы мир в стране, и не произошло бы переворота? Вы знаете, я не знаю внутренней причины на Украине, вот, истинных, что там происходило. Не зная внутренние причины, давать оценку, говорить, комментировать, это неблагодарное дело. Я лучше скажу про Кыргызстан. Значит, в тот момент, какие бы я решения ни принял, они уже ничего не могли изменить, потому что машина была запущена. В каком плане? Те молодые люди, понимаете, одно дело, когда на площади десятки тысяч людей. Это другое дело. Это видно, что массы огромные вышли, что народ недоволен, что-то ты что-то сделал не то. Другое дело, когда выходит несколько, может быть, 2-3 тысячи людей, может быть, не более, и огромное количество с оружием, у которых ни одного нет плаката, ни одного лозунга, чтобы какие-то требования были, а идут с такими неадекватными глазами, обкуренные, в нетрезвом состоянии, как потом выяснилось, многие были накачаны психотропными веществами. Там уже что-то делать было абсолютно бесполезно. И никакие мои решения не могли повлиять, потому что было видно, вот на тех документальных кадрах, которые сняты по событиям этого 7 апреля в Кыргызстане, видно было, как очень умело этой толпой управляли определенная группа людей в штатском, которая находилась среди них. Они очень организованно, умело управляли ими, понимаете? Это было видно даже по кадрам. То есть это была хорошо подготовленная спецоперация, не иначе. Вы говорили о том, что приняли решение покинуть Кыргызстан после разговора с Владимиром Путиным. А можете сегодня рассказать, о чем был этот разговор и как вы покидали страну, как вы оказались в Беларуси? Я после того, как мы оставили Белый дом, перелетел на юг Кыргызстана и находился там 9 дней до убытия. В течение этих 9 дней я значит, встречался с населением на юге республики, пытался объяснить. Они у меня спрашивают, что происходит, я сам говорю, не пойму. Разговаривал по телефону с заместителем генерального секретаря ООН, в то время Ян Кубиш был господин. Я с ним говорил по телефону, я говорю, слушайте, как вы считаете, это все правильно? Вот такая смена власти. Тем более, с момента выборов меня на должность президента, это второй раз, по Конституции Кыргызстана глава государства не может быть более 2 сроков подряд. Как раз на второй срок я был избран. Прошло 8 месяцев.
Я говорю, в течение 8 месяцев вот прошло выборы, и вот такой самая смена власти. Он говорит, да, я понимаю, что это неправильно. Я говорю, я бы хотел, чтобы была организована международная независимая комиссия. Разобраться, в чем дело. Но когда с таким предложением вышли на членов Временного правительства, те, которые захватили власть, они категорически были против. То есть я тогда понял, что извне помощи никакой не будет. Они были против, понятно почему. Иначе бы, они же чувствовали, что они виноваты, что таким путем власти не приходит, это незаконный путь. Поэтому они были против того, чтобы была организована независимая международная комиссия. А с Владимиром Владимировичем был разговор такой. Он позвонили мне, сказали, что хочет говорить. Я с удовольствием согласился. Он мне говорит буквально следующие слова. Я их запомнил на всю жизнь. Говорит, Курмек Салиевич говорит, то, что случилось у Белого дома, вас, говорит, никто не упрекнет. Но если развяжется региональный конфликт, север Кыргызстана и юг Кыргызстана, то все повесят на вас. Я рекомендую, говорит, вам покинуть страну. Вот его слова. Я говорю, хорошо, я подумаю. Вот. И начал действительно думать, а что оставалось делать? Там уже пустили слух, что я на юге собираю армию. Вот. Чуть ли не 5000 вооруженных человек. И собираюсь идти на столицу, снова захватывать власть. Провокацию могли сделать дважды два. От моего имени еще в столице пострелять, несколько десятков, сказать, мы выполняем приказ Бакиева или еще что-то в этом духе. И тогда бы развязался действительно региональный конфликт между севером республики и югом. Чтобы этого не допустить, я покинул страну и после разговора с Александром Григорьевичем. Вот. У нас с ним тоже состоялся телефонный разговор. Вот. Я не ожидал, откровенно говоря. Вот. Для меня было неожиданностью, когда он позвонил и сказал, Курмек, говорит, как ты смотришь, если я тебя приглашу в Беларусь? Ну, это мне было бы гораздо приемлемее, чем ехать в любую другую страну, там, европейскую куда-то. Ну, проблемы с языком, во-первых. Во-вторых, я Беларусь знал, я приезжал сюда в качестве премьер-министра, в качестве президента приезжал. Вот. Ну, и потом я принял это предложение. И уже при помощи президента Республики Казахстан, Нурсултана Абишевича, был прислан самолет со мной на юг со спецназом, который обеспечил мою доставку в Беларусь. Я таким образом оказался здесь. За эти 5,5 лет, что вы живете в Беларуси, многих удалось удивить вашим белорусским гражданством? В каких странах вы бывали и как на это реагируют? Вы знаете, Алена, у меня, во-первых, не было такой необходимости много ездить. Я вообще и раньше-то не любил много ездить, без причин. Есть люди, которые любят много ездить. Я этого и не очень любил, во-первых. А посещал, говорить те страны, которые я посещал, я бы не стал, чтобы не усугублять отношения этих стран с Кыргызстаном. Дело в том, что любой мой визит в любую страну, он согласовывается с соответствующими ведомствами. Но раз они меня принимали, значит, отношение было благосклонным. Иначе бы я, наверное, не поехал. Так что здесь проблем нету. Ну, может быть, вы бывали в России, и, естественно, интересно, может быть, вы встречались со своим коллегой Виктором Януковичем, который из Украины теперь переехал в Россию. Нет, я в России не был, и с Виктором Януковичем не встречались. И с Оскаром Акаевым тоже не общались, который теперь живет в Москве? Нет, с Оскаром Акаевым тоже не встречались и не общались пока. Ну, может быть, настанет день, время, и придется общаться. Ну, тогда я вернусь к ситуации в Кыргызстане и к тому, что произошло там во время вашего президентства. Тут получается ситуация, опять-таки, и ваш пример, и пример Украины, революции тюльпанов, революции роз в Грузии, оранжевая революция, сегодня это война в Украине. Это все, на мой взгляд, сигналы о структурных кризисах на постсоветском пространстве, о каких-то глубоких кризисных процессах. И как вы видите причины этих кризисов, и, может быть, вы думали о том, как их можно разрешить?
Вы понимаете, эти кризисные ситуации складываются из внутренних и внешних причин. Они просто так не складываются. И на момент Кыргызстана, на нашу историю, в 2009-2010 годах мы начали проводить системные реформы. И в экономике, и частично в политике. Ну вот то, что мы проводили эти реформы, это не нравилось определенным внешним силам. Это было видно. Вот. И когда страна проводит какие-то реформы, особенно экономические, это всегда делает эту страну в этот момент уязвимой. Потому что что-то надо новое вводить. Значит, где-то что-то ущемляется, где-то что-то ужимается. Но, как правило, если эти реформы правильные, они через какое-то время дают хорошие плоды. И я об этом могу сказать, если это вас интересует. Значит, какие были плоды, что это за реформы. Я готов на них и более подробно ответить. Да, во время презентации вашей книги «Боль, любовь, надежда, мой Кыргызстан» вы сказали, что один из мотивов к ее написанию – это присвоение сегодняшними властями на вашей родине проектов экономических, в первую очередь, которые начали вы. Вот какими из них вы гордитесь больше всего? Вы знаете, проектов было очень много. Я не буду сейчас... наиболее важное скажу, я не стану перечислять, сколько было школ построено, сколько ФАПов, сколько было отремонтировано дорог местного значения. Скажу только наиболее таких значимых. Это прежде всего самые вот эти крупные проекты. Это проекты по строительству подстанции Датка. Это строительство линии ЛЭП-500 Датка-Кемин. Строительство подстанции Кемин. Это строительство дорог, значит, Нарын, Талас, Торгарт, Бишкек, Нарын, Талас, Тарас, Сусамыр, Ош, Иркиштам, Ош, Баткен, Исфана. Строительство самого современного цементного завода в Баткене. В общем, перечислять можно много. Особо хотел бы отметить строительство Камбаратинской ГЭС, гидроэлектростанции Камбарата-2, которую мы строили своими силами, на свои средства, и которую успешно почти завершили. Уже после того, как я покинул страну, эти новые власти пошли, кнопку нажали, пустили ее. Вот. Поэтому говорить об этих проектах я могу с удовольствием, потому что эти проекты, они сегодня какие-то заканчиваются, какие-то в стадии завершения. Вот. Но они все были начаты при нас. И при мне были начаты переговоры строительства железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. То есть, сегодняшняя власть самым бессовестным образом, я уж не говорю, что они не отличаются скромностью, просто самым бессовестным образом все присваивает себе. Поэтому я в этой книге более подробно написал, значит, что было начато и что сегодня выходит на финиш, чтобы люди знали. К слову о книге, она каким-то образом попадет на вашу родину? Ее смогут там прочитать? Она уже попала. Уже доставили определенное количество книг. Значит, люди уже читают ее. Вот. Я думаю, что люди разбираются. Во-первых, они чувствуют сегодня. Вот сегодня простые люди Кыргызстана, они чувствуют, как говорится, на своей шкуре, как жилось им 5 лет назад и как живется им сегодня. Это не надо, как говорится, делать никакого особого экономического анализа. Ты чувствуешь по своему кошельку, ты чувствуешь по своей жизни своей, что ты стал. Больше тратить, больше приобретать, или ты все ужимаешь и дальше некуда. То есть любая реформа, если она неэффективна, если жизнь стала хуже, она тут же отражается на простых людях. И именно на простых людях. Не на тех, кто находится у власти, но их эти трудности, скорее всего, не коснулись. А простых людей коснулись. И они это знают и чувствуют. И в качестве примера могу маленький такой пример привести. Это мне уже по телефону говорили. Пенсионерка пришла в сберкассу, банк получать за пенсию. И говорит, пенсию нету. Шумит, возмущается, как, то, все. Вот при Бакиеве такого не было, и пенсия была больше, и получали вовремя. А мы даже мы платили пенсию в начале месяца. За месяц мы не в конце платили, а в начале месяца уже пенсионеры получали пенсию. Маленький пример.
Зарплату учителям за 5 лет в 6 раз подняли мы. В 6 раз за 5 лет, в течение 5 лет. Это существенно. То есть люди чувствуют. Поэтому здесь говорить, что жизнь стала лучше, я далек от этого. Давайте тогда, если позволите, вернемся к теме реформ, потому что это, опять-таки, очень актуальный вопрос для Беларуси, и многие аналитики говорят о том, что сегодняшняя белорусская власть боится каких-то радикальных реформ. Как проходили реформы у вас, и какие из них, в первую очередь экономические, вы считаете наиболее значимыми и существенными для каждой страны? Прежде всего, я уверен в том, что власти Беларуси, они очень активно мониторят ситуацию, все, что происходит вокруг, и делают выводы для себя, что хорошо, а что плохо. Это очень важно. Поэтому в Беларуси нет такого шарахания из одной стороны в другую. Что касается экономических реформ, которые мы проводили, я думаю, они в определенной степени могли бы заинтересовать и экономический блок Беларуси. Это прежде всего Министерство экономики, Министерство финансов и Национальный банк. Что именно? Эти реформы, кстати, давались очень сложно. Это надо было очень настойчиво и убеждать и МВФ, и Всемирный банк. С ними работали вплотную, и я знаю не понаслышке, как тяжело с ними работать. Еще будучи премьером, я убедился в этом, что с ними очень тяжело работать. Но когда ты проявляешь настойчивость и убеждаешь, что это даст результат, они идут навстречу. Пример, вот это мы. Мы что сделали? Мы, во-первых, сократили отчисления в социальный фонд с 32 до 27 или до 26, не помню сейчас, 2 этапа. Мы уменьшили прибыль предприятий с 20 до 10 сократили. Подоходный налог, который является огромной составляющей в бюджете любой страны, с 20 сократили до 12%. Мы существенным образом дали волю малому и среднему бизнесу. В чем это заключалось? То есть все, кто создавал себе рабочие места, это имеется в виду парикмахерские, бильярдные, бани, сауны, там, мастерские по ремонту машин, ключи, кто-то, короче говоря, все, кто занимается индивидуальным предпринимательством и малый частный бизнес, кто сами себе создают работу, они платили только патент. То есть налоговая служба за ними не охотилась и не ходили. Были очень много примеров, когда патент платили заблаговременно, за несколько месяцев вперед даже. Патент — это какой-то единый налог? Да, фиксированная плата за свою деятельность. То есть сначала производится мониторинг, ведется, сколько, например, ходит в эту сауну или в этот бильярд примерно человек, в среднем, какой оборот у него, и устанавливаешь меньше среднего, чтобы дать возможность, чтобы он развивался. Слушайте, власть должна быть благодарна тем, кто сами себе рабочие места создают. Поэтому мы пошли на это. И что вы думаете? Результат налицо. Я помню даже, когда президент Казахстана Нурсултанович приезжал к нам, когда посмотрел показатели, он говорит: Курманбек, это что, за 5 лет почти в 3 раза бюджет увеличили страны? Я говорю, да. То есть вот такой был скачок. Земельные налоги мы сократили. То есть, когда малому и среднему бизнесу дают возможность развиваться и работать открыто, а двойную бухгалтерию не ведут, они заинтересованы. И бюджет выполняется прекрасно, и, как говорится, коррупционная составляющая уже резко падает. А когда только охотятся налоговики и таможенники, фискальные органы работают, это тоже дает свои результаты. Без этого не получится. Но это, как правило, не стимулирует их. Они начинают искать различные ходы и выходы. Считается, что реформы — это, в принципе, непопулярные меры, которые, как правило, вызывают недовольство среди широких слоев населения. Как вам удалось не только МВФ и международные структуры, которые консультировали по реформам, убедить в том, что это нужно, но и снять социальное напряжение? Были ли вообще к этому предпосылки? Вы понимаете, было очень сложно. Вот я вам один пример приведу. Когда разговор велся с представителем Всемирного банка,
министр финансов, министр экономики, представитель Нацбанка, я, и вот сидели, я не помню сейчас, как ее фамилия, столько лет прошло, очень упрямая, настойчивая женщина оказалась, ну ни в какую. Не можем ее, нет, и все. Наш экономический блок говорит, надо вот это, на это идти. Она нет. Вы потеряете бюджет, вы, говорит, рискуете остаться с провальным бюджетом. Ну, вот тогда пришлось ответственность брать мне. Я говорю, давайте так, говорю, ей говорю, кто в этой стране, говорю, сегодня глава государства? Она говорит, вы. Я говорю, послушайте, говорю, меня. У нас будет так, как считаем мы. Принимайте наше предложение. Ну, это как-то повлияло на нее. Она пошла навстречу. И мы сделали то, что сделали. И сегодня я узнаю, что повышается, всевозможные налоги вводят, всевозможные таможенный сбор увеличивает, то есть закручивание, зажимает малый и средний бизнес. Результат что? Они бюджеты не могут увеличить. Бюджет не растет. Дефицит бюджета сегодня в Кыргызстане, если мне память не изменяет, где-то порядка около 30 миллиардов сомов в нашей валюте. Получается на конец года. 20-30 миллиардов. Это очень большие деньги. А хотя бы смотришь, вроде они увеличивают все платежи. То есть здесь экономический блок должен работать очень-очень грамотно. Вот я еще раз хочу подчеркнуть, почему в Беларуси нет вот этого шарахания. Здесь очень осторожно подходят к реформам. Это очень правильно. Это правильно. Поэтому, но все-таки экономический блок, руководители экономического блока, финансового сектора и банковского сектора, значит, должны проявлять большую настойчивость в том плане, что малый и средний бизнес должен развиваться. Вот возьмите, я не помню, по-моему, в Брюсселе несколько лет назад Брюссель было без правительства то ли 1,5 года, ну минимум год. Год-полтора года не было правительства. Страна работала. Почему? Потому что отлаженные механизмы. Потому что все отлажено. Потому что малый и средний бизнес, предприниматели, их не надо подгонять. Они работают так, как считают нужным. Эффективности у них больше. Другое дело, крупные госпредприятия, о том, что вот Александр Григорьевич говорил на своей инаугурации, что толкают там продать крупные госкомпании. Да, ну, я считаю, что здесь нельзя идти на поводу тех, кто готов продать. Другое дело, привлечь инвесторов в эти госкомпании, крупные государственные предприятия, привлечь инвесторов, чтобы обновить, модернизировать технику, технологию, чтобы они вошли туда с определенной долей своей капитала, чтобы потом успешно продавать. Это другой разговор. Но крупнейшие государственные компании, которые сегодня являются лицом экономики Беларуси, там, конечно, государственная доля должна преобладать. Вы говорите об огромном багаже реформаторском, об опыте, накопленном во время проведения реформ. Вы уже 5 лет живете в Беларуси и знаете специфику нашей страны. Более того, общаетесь и с руководством страны. Очень интересно, обращались ли к вам за консультациями? Вот вы говорите о белорусской стабильности, о том, что здесь все анализируют. К вам за консультациями обращались? Как правило, я общаюсь с другим кругом людей. Я не общаюсь практически с чиновниками здесь. Значит, общаюсь с людьми среднего звена, с людьми, которые где-то занимаются, может быть, предпринимательством, бизнесом. Чисто таких отношений такие, неформальные отношения. Общий разговор бывает, как говорится, чтобы что-то говорить, советовать, я этим делом не занимался, потому что в Беларуси достаточно, я говорю, своих специалистов, кадров, которые должны принимать решения. Но создалось у меня вот такое впечатление все-таки, что руководители государственных предприятий здесь, немножко, как говорится, боятся, что ли, чуть-чуть, у них есть какая-то такая неуверенность идти более решительно, значит, работать.
Потому что, вот посмотрите, все поездки президента страны, Александра Григорьевича, куда бы он ни ездил, какую бы страну ни ездил, первым делом везде он во главу угла ставит, естественно, дружеские отношения, но везде ставит реализацию своей продукции. Реализацию продукции, которая производится в Беларуси. Особенно крупных предприятий, тракторов, машин и так далее, и так далее. То, которое, значит, является тоже эталоном, как говорится, для белорусской экономики. То есть я бы тут что сказал, что все-таки руководители крупнейших госпредприятий слабо умеют торговать. И вообще, мне кажется, у белорусской, значит, есть вот такая изюминка своя. Торговать не умеете. Вот даже на рынке у вас на Комаровку, когда ходишь, там тоже мало торгуется. Устанавливают фиксированные цены. Вот. Моя супруга, когда ходит, моя знает, она всегда торгуется по привычке, ну, как в Азии на рынке. Приходишь, сколько? Говорит, столько. А вот если во столько, смотрит с недоумением, как это вроде. Начинает разговаривать, смотришь, уступает. То есть в этом плане вот белорусы торгуют слабо, не умеют хорошо торговать. Производите хорошую продукцию, качественную. Ну, про продукцию мясомолочной там вопросов нет. Это, по-моему, вне конкурса. На пространстве СНГ, значит, производство мясных, колбасных, молочных продукций Беларуси, это вне конкурса. А что касается другой техники там и так далее, то есть надо учиться торговать. Азиатские рынки, там больше люди умеют торговать. Чему еще тогда следовало бы научиться белорусским предприятиям и белорусским чиновникам для того, чтобы достичь больших успехов? Я еще раз хочу сказать, что уметь торговать – это большое искусство. Вот маленький пример вам. Я работал губернатором в одной из областей в Кыргызстане. Была делегация в Китай. Я в составе, визит закончился, и с двумя военными зашли в магазин. Один галстуки покупать, другой еще что-то. Я просто зашел в салон, где продавались костюмы. Я не хотел покупать костюм. Просто зашел, гуляю. Тут же около меня появляется продавщица, китаянка. Я ее не понимаю, она меня не понимает. Показывает костюм. Мне неудобно стало. Вот специально подошла к костюм. Я померил. Рукав короткий. Они же маленькие там. Я говорю, видишь, короткий. Ушла. Я чуть-чуть в сторону отошел, она второй костюм несет. Опять меряю. Опять короткий. Думаю, все, наверное, отстала от меня. Дальше гуляю. Еще в другом месте нашла меня. Нашла костюм по моему размеру. Одела нормально. Что сделать? Думаю, как же отказать ей? И показываю на цену. Цена, мол, дорогая. Она тут же при мне берет ручку и рисует 10% минус. После этого как не купишь? Я этот случай потом приезжал к себе в область и рассказывал своим. Говорю, у нас тоже не умеют торговать. Я говорю, видите, как надо торговать? А вы, говорят, установил и сидишь. Слушай, то есть у азиатов есть учиться чему. Поэтому то, что сегодня Беларусь так налаживает контакты со всеми странами, государствами, это только на пользу. В том числе с азиатскими, с такими, как Китай и все другие. Вот это будет на пользу. То есть общение, взаимные поездки, семинары, все это обязательно даст результат. Я в этом не сомневаюсь. И все же, несмотря на то, что наши страны находятся не очень близко, и несколько иной менталитет, и несколько иной опыт независимости уже вне рамок Советского Союза, какие примеры, какой опыт вашего президентства или периода вашего президентства стоило бы повторять здесь нам, кроме того, что учиться торговать? Вы знаете, вы правы, Алена, мы действительно, Кыргызстан и Беларусь, это очень разные страны. Очень разные страны, с разным уровнем развития и с разным направлением развития, я бы даже так сказал. Поэтому еще раз хочу сказать, что все, что сегодня делается в Беларуси, всеми ветвями власти, всеми, кто за что отвечает, по большей эффективности все будет нормально. По большей эффективности. Вы еще, видимо, опять-таки, мне кажется, это белорусский менталитет. Есть у русских такая фраза «спеши, не спеша».
Вот это как раз относится к белорусам, мне кажется. Все, что Александр Григорьевич много раз говорил, посмотрите, у всех соседних стран, других странах СНГ, которые после развала СССР массово пошли в рынок, все раздали, отдали в частные руки, что получили? Вы по этому пути не пошли. Но вы идете пошагово, постепенно. Вот это изюминка ваша, ее надо сохранять. Но все, что касается, вот я это делаю, опять-таки акцент, это малый и средний бизнес. Он только будет государству помогать. И потом у вас очень продвинутая молодежь. Я смотрю иногда различные ток-шоу на экономические вопросы, на другие вопросы. И когда смотришь, как выступают молодые бизнесмены, молодые политики, ну, приятно смотреть и слушать их. Я это говорю вот без всякого там подхалимажа. Вот. Приятно смотреть, и хотелось бы, чтобы чиновники вот прислушивались к ним. Понимаете? Когда между правительством и частным сектором есть тесная связь, то есть правительство слушает то, что говорит частный сектор, это только на пользу пойдет. Вы слушаете, может быть, вы не все принимаете, то, что вам советует, предлагает частный сектор, но прислушиваться, что они говорят, это, по-моему, золотое правило. И тогда будет еще более успешней, потому что все предпосылки для этого в Беларуси есть. Все есть. Вы сегодня второй раз повторили, что не так часто общаетесь с Александром Лукашенко или белорусскими чиновниками и рангом ниже. И все-таки во время общения с главой белорусского государства давали какие-то советы? Нет. Зачем? Во-первых, вы знаете, мы редко встречаемся. Я понимаю его работу не понаслышке. И когда ты встречаешься с человеком, которого считаешь своим другом, обременять его еще какими-то разговорами о политике, о том, ну, не хочется. Мы больше говорим о семье, о детях, о внуках, где-то о природе, больше говорим о внутреннем состоянии, там, моем и так далее, об успехах детей, внуков. А на такие вещи мы практически не разговариваем. Я потому что знаю, насколько это утомляет главу государства. Еще какие-то короткие встречи и редкие встречи, обременять его, ну, не хочется. Я считаю, друг не тот, который, вот некоторые считают, вот два друга. А что ты для меня сделал, а что я для тебя сделал? Это не дружба. Я считаю, дружба искренняя та между друзьями, когда ты его не просишь, и он тебя ничего не просит, но ты сам что-то сделаешь. А Александр Григорьевич все, что мог, он сделал для меня, для моих близких, поэтому я очень благодарен. И если мои знания именно в опыте управления, определенные знания, которые я накопил за многие годы работы, кого-то заинтересует какой-то круг в Беларуси, я готов с ними пообщаться, поделиться. Вот. А Александр Григорьевич свою страну знает как свои 5 пальцев, очень хорошо информирован, осведомлен, я думаю. Но я бы рекомендовал вот этим министерствам, о которых я сказал, те, кто отвечает за экономическое развитие страны, за финансовое состояние, за банковскую систему, я бы вот там рекомендовал побольше активности, эффективности, вот, и все будет нормально. Коль скоро вы говорите о том, что встречи с Александром Лукашенко – это все-таки дружеские встречи, а во время презентации вашей книги вы сказали о том, что все больше уделяете время во время пребывания в Беларуси детям, родным и близким. Ваши дети дружны с детьми Александра Григорьевича? Вы понимаете, дети есть дети. Во-первых, наши дети учатся в разных школах. Но они практически не видят друг друга. Мои дети учатся в одной школе с внуками Александра Григорьевича. Ну а как дети? Раз они учатся в одной школе, я даже с некоторыми из них в одном классе, они, естественно, общаются, дружат.
играет, ну что там дети, сегодня он дружит с одними, завтра с другими, дети есть дети. Так что дай Бог, чтобы у них все было хорошо и развивались. Верну наш разговор к, наверное, более проблемным вопросам. Опять-таки про Кыргызстан и про сегодняшнюю власть. Кыргызстан требует вашей экстрадиции. Да? При каждом удобном случае об этом напоминают руководство Беларуси. И в похожей ситуации был экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, когда его даже объявили в международный розыск. Вот эти ограничения, то есть какие-то ограничения исходят в вашей жизни вот из этих требований об экстрадиции? Как-то это влияет на жизнь вашу? Сказал бы следующее. Знаете что, здесь, я вам честно скажу, я не знаю, сколько уголовных дел сегодня Кыргызстан завел на меня. Не знаю, сколько уголовных дел. Не интересуетесь? Но они все сфабрикованы. Вот это я абсолютно уверен, во-первых. Во-вторых, я даже готов был судиться, если бы был такой независимый, справедливый суд, я бы даже хотел этого, судиться с ними. Я как раз таки сейчас думаю над этим, ищу возможности, изучая, какие есть возможности для этого. Потому что справедливого судебного процесса там не будет. А если будет справедливый судебный процесс, я абсолютно уверен, что ни одно уголовное дело, которое они на меня повесили, они не выиграют. Это первое. Что касается ограничений. Ограничений я как таковых не испытываю, но единственное, когда совершаю какие-то поездки, принимая определенные меры безопасности, потому чтобы сегодняшняя власть Кыргызстана при содействии своих силовых структур и отдельных криминальных элементов могут на меня повлиять. Это я знаю. Поэтому я принимаю кое-какие меры, когда передвигаюсь по республике. Вот в этом есть ограничения. А так я не чувствую особых ограничений. И позвольте уточнить, вы готовы в международных структурах оспаривать те дела, которые сегодня есть в Кыргызстане? Я еще раз хочу сказать, что я не только не боюсь этого, я бы даже этого хотел. Я бы этого хотел. Хорошо. Коль скоро вы упомянули перемещение по Беларуси, есть у меня, естественно, несколько вопросов о нашей стране, о вашей второй родине. Можно так говорить о Беларуси? Конечно. Какие у вас самые любимые места в Минске и в стране, в принципе? Ну, практически в Беларуси каждая область очень много хороших, красивых мест. Ну, мы вот пока дети были маленькие, ездили несколько раз на Припять, летнее время. Припять очень красиво. Такая река большая, интересные места красивые. Вот. В Гродненской области. Вот. Дети мои уже без нас со своими классами практически побывали во всех областях. Брестской, Витебской областях. Вот. Ну, а я больше общаюсь с природой. Вот. Выезжаю, ну, практически, наверное, во всех областях побывал. Вот. Не буду называть, какие места, опять-таки, все-таки из соображений мер безопасности. А так, мест очень много, красивых, хороших, тихих, уютных. Вот. Живи и радуйся. Нравится. Нравится, да. Еще есть вопрос про язык у меня, поскольку белорусский язык даже, например, соседям из России не очень понятен. При этом белорус украинцев всегда поймет. А вот как у вас с белорусским языком? Приходится ведь слышать где-то в обиходе, по телевизору, по радио? Сталкиваетесь? Конечно. Я помню, что в первый год пребывания на одной из своих поездок на охоту с одним лесником общались, но он говорил, я запомнил его эту фразу, я ее сразу понял и до сих пор помню. Нехай будет так. Пусть будет так. Правильно? Я тогда ее еще запомнил и вот до сих пор помню. Для меня первое время здесь я понимал, ну, где-то, наверное, 60%, 70% может быть. Вот первое время. А сейчас я же часто смотрю передачи на белорусском языке, новости на белорусском языке смотрю, много разных передач. У меня дочь прекрасно говорит на белорусском языке,
И, ну, у него и белорусский отличный, и английский отличный, и русский отличный. Я иногда у нее спрашиваю, вот это слово как? Вот, у нее и с настоящим белорусским произношением она мне говорит. То есть у меня проблемы нет. Я сегодня любую информацию, которая идет на чисто белорусском языке, я 80%, не меньше, все понимаю. Мне не надо переводчика. От чего кыргызского не хватает на второй родине? Не понял. Чего кыргызского вам не хватает вот тут, на вашей второй родине? Кыргызского? Ну, наверное, одним словом сказать трудно. Во-первых, общение. Общение на родном языке. Дети у меня практически полностью говорят только на русском языке. Мы с женой общаемся на кыргызском языке. С ней. Вот, стараемся чаще общаться. Чтобы все-таки, ну, язык это прежде всего общение. Когда долго не говоришь, начинаешь забывать. Вот. Это именно общение на родном языке не хватает. Вот. Ну, а так, кухня, у меня супруга сама готовит, здесь проблем нет. Наша, белорусская, тут проблемы нет. Вот. А природа сама, воздух, климат мне очень нравится. Я же до приезда сюда, я же долго жил в России. Я практически после окончания школы уехал в Россию. 11 лет учеба, работа, 2 года службы на Украине, в советской армии 2 года служил на Украине. И поэтому я 13 лет провел после 10 класса, вот Россия, Украина, а потом только вернулся в Кыргызстан. То есть вот эти климатические условия, они для меня нормальные, приемлемые, такие же, как в России примерно. То есть особого дискомфорта я не чувствую здесь. Все нормально. Курманбек Салиевич, есть ли что-то, о чем вы еще хотели бы сказать, завершая первое интервью за 5,5 лет? Да я думаю, вы очень широко составили свои вопросы. Вот. Я на них, насколько я считаю себя в этих вопросах компетентным, ответил. А так, ну, будет возможность, пообщаемся еще, не все за один раз. Вот. А так, я искренне желаю, чтобы в Белоруссии, на моей второй родине, был прежде всего мир. Был мир, особенно на фоне тех событий, которые сейчас происходят во всем мире. Я думаю, и Беларусь это прекрасно понимает, что дороже мира ничего нет. Не будет мира, не будет ничего. Ни экономики, ни развития не будет, ничего не будет. Надо беречь, сохранять этот мир, ценить его. Вот. И работать, как говорится, добросовестно во благо своей страны. И все будет хорошо. Вот. Я искренне желаю этого всем нам, живущим здесь. Спасибо вам большое. Я благодарю вас за то, что вы нашли возможность прийти в нашу студию. И напоминаю, что гостем студии Тутбай ТВ сегодня был экс-президент Кыргызстана Курманбек Салиевич Бакиев. Еще раз благодарю и надеюсь, что будем встречаться. Спасибо. Я вам желаю тоже успехов, удачи и благополучия. Спасибо.